В Башкирии презентовали проект по добыче меди. Компания «Словацкая», владеющая лицензией на пользование недрами одноименного месторождения в Абзелиловском районе, анонсировала геологоразведочные работы и возможное строительство горно-обогатительного комбината для производства меди. О проекте поговорим сегодня в программе «Интервью» с директором компании «Словацкая» Тагиром Бахтигариевым. Тагир Тимирбаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на основании каких данных вы предполагаете наличие крупных залежей, так скажем, запасов меди в Абзелиловском районе и какие работы уже проводились? Ну, смотрите, наша компания владеет лицензией, выданной государственным органом управления по недропользованию Приволжского федерального округа. Лицензия выдана в 2019 году. Согласно данной лицензии имеются прогнозные, подчеркну, прогнозные запасы в объеме около 208 миллионов тонн и содержанием металла меди около 1 миллиона тонн. Для того, чтобы понять, имеют ли данные запасы промышленную ценность, нам необходимо выполнить этап геолого-разведочных работ. После того, как мы проведем данные работы, после 2 этапов, это поисково-оценочная стадия, разведочная стадия, будет разработана технико-экономическое обоснование и дана оценка промышленной ценности данных запасов. Сам участок недр находится в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Площадь, согласно лицензии, участка недр составляет около 2 квадратных километров. Согласно данным лицензии, целевое назначение – это поисково-оценочные работы, разведка и добыча медных руд. Сейчас говорим, что это медные руды, но, возможно, при оценке запасов и ведении геолого-разведочных работ, возможно, и попутные какие-то компоненты. А почему вы презентовали уже проект, ведь геологоразведка еще не завершилась? Не считаете ли это преждевременным? Да, смотрите, открытие новых предприятий на тех территориях, когда их никогда не было, всегда вызывает опасения и сомнения, и много вопросов. Поэтому по нашей инициативе мы решили показать жителям Абзелиловского района, что такое горно-обогатительный комбинат, как мы умеем строить и хозяйствовать на участках недр, при этом сбалансированно, заботой о природе, соблюдая все требования природоохранного законодательства. Этими презентациями мы также хотели развеять мифы и сомнения, которые распространяются в социальных сетях, и также пообщаться с людьми, ответить на жителями района, ответить на их волнующие вопросы. Какие волнующие вопросы возникли у населения? Ну, в первую очередь, конечно же, это сохранность водных объектов, растительности, это влияние на атмосферный воздух. То есть в ходе данных презентаций мы постарались довести до жителей исчерпывающие ответы, но подчеркивая, что строительство проекта комбината предусматривается только в случае подтверждения запасов. На встрече с жителями Абзелиловского района все-таки были те жители, которые были категорически против, да? Как вы будете с ними работать? Да, действительно, встречи были разные. Где-то и были негативно восприняты наш проект при презентации, где-то позитивно, где-то нейтрально. Но мы также видели на встречах людей, которые провоцировали местное население на восприятие некорректной информации. Эти люди технично и методично, зная, на какие острые больные моменты надавить, не слушая конструктивных ответов, провоцировали людей. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть здравомыслящие жители района, которые не дадут себя ввести в заблуждение, поэтому мы проводили и будем проводить встречи
и данные презентации также объяснять местному населению не только словами, но и показывать вживую, как говорится, глазами в ходе посещения нашего предприятия-партнера Томинский ГОК. Ну вот, что касается волнующих вопросов, знаю, что очень многих волнует судьба хребта Крык-Тытау. Может ли он попасть под разработку, ну вот, в случае подтверждения месторождения? Какие меры защиты предусмотрены? Значит, любой промышленный объект, вокруг любого промышленного объекта создаются буферные зоны, так называемые санитарные защитные зоны. Максимальное расстояние составляет это около 1 километра. Сам хребет Крыкты находится на расстоянии 5 километров от участка недр. Соответственно, никакого влияния нашей деятельности в отношении хребта Крыкты не предусматривается. Те же самые населенные пункты находятся ближайшие на удалении 8,5 километров. Это деревня Исхакова. И населенные пункты вблизи озера Яктыкуль 12 километров. Соответственно, это значительные расстояния, которые не могут, на которых влияние на данные населенные пункты тоже не предусматривается. А вот что касается озера Банное, очень любят жители. Что касается рек Большой и Малый Кизил, ну и, конечно же, подземные источники, вот здесь вот добыча меди не нанесет вреда? Да, в отношении озера Яктыкуль я уже озвучил, что это на расстоянии 12 километров. И это очень большие расстояния для того, чтобы оказывало хоть какое-то влияние. К примеру, у компании наших партнеров, это Томинский горно-обогатительный комбинат, ближайший населенный пункт расположен уже в 1,5 километрах. И жизнь там продолжается, воду из личных скважин жители продолжают пить, никакого влияния на подземные источники питьевого водоснабжения не оказывает. В отношении речек Большой и Малый Кизил я бы сказал, что наш опыт строительства и реализации комбинатов, которые отвечают самым строгим экологическим стандартам, позволяет сохранить их в первозданном виде, не нанеся вреда. За счет каких мероприятий? Первое – это за счет того, что наши технологии позволяют работать в замкнутом цикле оборота воды. Это значит, что сбросов во внешние объекты, водные объекты не предусматривается. То есть загрязнение от деятельности комбината при таких технологиях не предусматривается. В части пыления и воздействия пыли в отношении населенных пунктов также мы говорим о том, что наша практика позволяет минимизировать пыление при деятельности комбината за счет большого количества мероприятий, которые позволяют исключить влияние пыления на окружающую среду и населенные пункты. То есть Магнитогорску тоже не стоит волноваться, потому что жители тоже опасаются техногенной нагрузки? Конечно же нет. Волнения беспочвенные. Магнитогорск находится еще дальше, на расстоянии около 40 километров. Поэтому никакого воздействия в отношении Магнитогорска мы просто физически оказать не можем. А что касается местных жителей, которые будут непосредственно рядом, как горно-обогатительный комбинат повлияет на их уклад? Они же занимаются пчеловодством, скотоводством, выращивают там овощи, фрукты, туризм. В случае, если запасы подтвердятся и будет принято решение о реализации нашего проекта и о строительстве комбината, я считаю, что мы окажем положительное влияние на средний и малый бизнес района, Авделиловского района республики. Мы дадим толчок развитию района за счет создания рабочих мест непосредственно на комбинате и за его пределами в сфере малого и среднего бизнеса. Улучшение благосостояния местных жителей даст возможность, соответственно, и развиваться и бизнесу, и другим направлениям, другим сферам бизнеса района.
Это все при успешной реализации проекта, да? Вот здесь вот интересно, какие, ну, во-первых, сколько рабочих мест планируется и какие вот зарплаты жителям обещаете? Мы говорим о том, что у нас есть прогнозные запасы, это 208 миллионов тонн. Исходя из предполагаемой производительности на данный объем запасов, срок службы предприятия предполагается 20 лет, исходя из годовой производительности в 10 миллионов тонн. Соответственно, на данную производительность, согласно нашего опыта и опыта наших партнеров, потребуется порядка 1500 рабочих мест. Мы предполагаем в первую очередь, конечно же, привлекать на наш комбинат это местных жителей, что позволит, соответственно, улучшить благосостояние местных жителей. И таким образом рабочие места, налоговые отчисления от нашей деятельности, договора социального партнерства в целом будет служить развитию региона. Переобучение будет, вот если нет квалификации у людей? Да, конечно, это стандартная практика, и мы ее будем обязательно реализовывать. Всех наших работников мы будем при необходимости обучать дополнительным профессиям, у кого будет желание или потребности у будущего нашего комбината. Кроме того, мы уже сейчас запустили программы целевого обучения для 11-классников района. По этим программам мы планируем обучать в лучших высших учебных заведениях именно профильного для нас профессий. Это Магнитогорский горный университет, это Уральский горный университет, город Екатеринбург. Также мы видим профессии, это в Уфимском университете науки и технологии и, соответственно, Аграрный университет. То есть по итогам успешного обучения мы гарантируем трудоустройство на наш будущий комбинат, если запасы подтвердятся, либо на комбинаты наших партнеров. Угу. Как мы уже сказали, если при успешной реализации, вы озвучили около 20 лет или более 20 лет? Да, работа комбината предполагается при производительности в 10 миллионов тонн около 20 лет. А что будет после 20 лет, после завершения добычи? Значит, как я говорил, по итогам геолого-разведочных работ, для того, чтобы оценить воздействие на окружающую среду, а также разработать исчерпывающие мероприятия согласно требующего законодательства, природоохранного законодательства, нам необходимо будет провести комплекс инженерных изысканий. Это гидрогеологические, гидрометеорологические, экологические, геодезические. После оценки этих изысканий разрабатывается проект, в котором закладываются основные технические решения, в том числе разрабатывается и проходит экспертизу, это раздел рекультивация. Данная проектная документация будет проходить общественные слушания, как я уже говорил. Мы покажем наши технические решения перед жителям Абзелиловского района. Также после этих общественных слушаний предусматривается экспертиза экологическая и, главная, государственная экспертиза. Так вот, после утверждения раздела рекультивации предусматривается сразу предприятием формируется финансовая модель для обеспечения средствами рекультивационных мероприятий. Что будет по итогам завершения работы комбината? Значит, все объекты будут подлежать техническому и биологическому этапу рекультивации. Если мы говорим про карьер, то это на месте карьера будет пруд. Естественно, грунтовыми водами карьер будет заполнен, его борта будут выположены, нанесен почвенно-растительный слой и высажены растения и деревья. Перед началом
работы предприятия я забыл сказать, что почвенно-растительный слой предварительно снимается, аккуратно укладывается в гурты, в склады так называемые, и бережно хранится до конца отработки предприятия. Этот же почвенно-растительный слой потом используется при рекультивации объектов. Следующий объект, который предусматривается, это хвостохранилище. Хвостохранилище также по итогам работы предприятия на поверхности наносится почвенно-растительный слой, также биологический этап рекультивации – это высадка травосемян и, соответственно, деревьев. Все объекты капитального строительства в виде фабрики или других подразделений демонтируются, оборудование вывозится. На участки их расположения также наносится почвенно-растительный слой и высаживается растительность. То есть по итогам деятельности комбината останется пруд и озелененная территория. Слушайте, такой интересный, мне кажется, даже сложный какой-то этап рекультивации, да? А вот есть успешные примеры, например, в других регионах? Да, у наших партнеров успешный этап, успешный пример – это Карабаш, где накопленный предыдущие года другими владельцами нанесенный вред, экологическую катастрофу, русская медная компания успешно рекультивирует. Если раньше растительность физически не могла расти, то сейчас и горы уже цветут, растет растительность, соответственно, рекультивируются водные объекты, и в городе стало чище, и даже жители, уже, которые там ранее проживали, возвращаются с удовольствием. То есть это успешно, один из примеров Карабаш. А что касается самого района, жители, что они получат? Будут ли какие-то социальные программы, может быть, инфраструктурные какие-то проекты будут реализованы в случае успешной реализации проекта по добыче нефти, по добыче меди? Здесь, значит, как мы говорим, и мы это освещали на наших встречах, презентациях, что исходя, если запасы опять подтвердятся, то мы говорим это о производительности 10 миллионов тонн руды в год. Так вот, на эту производительность мы примерно посчитали мероприятия, которые мы можем, на которые будут, соответственно, в части социально-экономического района реализованы. Первое – это, конечно же, инвестиции для строительства комбината порядка 40 миллиардов. Это налоговое отчисление на период реализации проекта в размере 26 миллиардов. Это при сроке эксплуатации карьера, при сроке службы эксплуатации комбината в 20 лет, это порядка 1,5 миллиарда в год. Из них около 250 миллионов рублей в год предусматривается налоговое отчисление в бюджет Абзелиловского района. Это земельный налог, это НДПИ и это налог на имущество. Эти налоговые отчисления позволят району инвестировать, администрации района инвестировать дополнительные средства в инфраструктуру, такую как транспортную, медицину, образование. Соответственно, это будет улучшать благосостояние жителей района и в целом жизнь людей в районе. Кроме этого, конечно же, будут заключены договора социального партнерства. Какие виды и мероприятия мы будем реализовывать, это будет обсуждаться с администрацией района. Нам важно, что данные мероприятия должны быть полезны и нужны, соответственно, району. Поэтому, если запасы подтвердятся, мы обязательно будем этими мероприятиями заниматься. Но хочу вам сказать, даже уже сейчас мы
несмотря на то, что еще даже геологоразведочные работы не начались, мы уже провели Олимпиаду ГИЛЕМ для школьников Абзелиловского района, где участвовали порядка 1600 учеников района. И по итогам в финал вышли порядка 315 учеников. Мы были рады наградить победителей, а также отметить преподавателей, которые подготовили данных победителей. То есть мы проводим сейчас работу, мы готовы принимать работников Абзелиловского района на компании наших партнеров. Уже 10 человек из Абзелиловского района работают на Томинском ГОКе. Наша цель подготовить сейчас кадры для будущего проекта, если запасы подтвердятся. Если все будет хорошо, вот студенты, они какие, как говорится, плюшки будут получать, стипендии какие будут? Чтобы уже сейчас слышали и понимали, о чем идет речь. Да, я говорил, и мы действительно уже запустили программы целевого обучения. По уровню стипендий мы будем обсуждать с учебными заведениями в зависимости от региона. И самое важное, мы говорим о том, что на сегодняшний день мы готовы обучать уже на такие профессии, как по направлениям открытые горные работы, геология, это маршрутерия, это горное машинное оборудование, экология, электромеханическая сфера. То есть студентам будет представлена возможность получить эти горные профессии, инженерные профессии и трудоустроиться на либо наш будущий комбинат, либо на комбинаты наших партнеров. А молодые люди из Абзелиловского района будут иметь какие-то преимущества при поступлении? И куда обращаться? В обязательном порядке. Мы сейчас нацелены принимать и подготавливать на будущее наш проект молодых специалистов Абзелиловского района. Последовательность оформления по данному мероприятию будет либо через наш будущий офис, который откроется в Аскарово, либо через наши сайты и страницы в интернет-сетях. Вот смотрите, столько работы уже проведено, и со школьниками вы, пожалуйста, мероприятия проводите, и целевое обучение уже анонсировали, да? На встрече все, в общем-то, объясняли механизмы и как они будут действовать, как вообще народ после этого, население откликалось ли, и, если я не ошибаюсь, был у вас и Томинский ГОК, правильно, да, что жители Абзелиловского района имели возможность посетить это предприятие? Да, на сегодняшний день, с начала года, более 200 жителей Абзелиловского района посетили Томинский горно-обогатительный комбинат. На данных визитах жители увидели вживую, как может хозяйствовать комбинат, какие применяются высокотехнологические процессы и насколько чисто и экологично комбинат работает в Челябинской области. Многие из них даже ехали с недоверием, но в итоге, по моему ощущению, больше из них увидела и действительно поменяли свое мнение. Некоторые из них после этого визита устроились к нам на работу. Остались все-таки люди, которые, в общем-то, против разработок, против вашей работы. Как, еще раз, будете продолжать работать с этими мнениями? В ходе встречи и презентации мы показывали жителям Абзелиловского района, как мы можем хозяйствовать и как современные комбинаты могут экологично, не принося вред экологии, функционировать. Но мы также видели, что в ходе визитов присутствовали люди, которые не были согласны и которые были против, даже не вникая в суть нашего проекта. Эти люди не местные, они методично провоцировали местное население,
на восприятие неверной информации. На мой взгляд, они не заинтересованы в развитии района, и таким образом их цель – разрушить нашу инвестиционную инициативу. Поэтому, но с другой стороны, мы также понимаем, что есть здравомыслящие жители, которые не хотят, чтобы их обманули и ввели в заблуждение. Поэтому мы и проводим такие презентации, встречи, рассказывая таким жителям, что по нашему проекту и как он будет реализован. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. О проекте по добыче меди говорили сегодня с директором компании «Салаватская» Тагиром Бахтигареевым.